Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, почитатели классического искусства! Мы рады приветствовать вас в этом великолепном зале Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Все вы прекрасно знаете, что в этом году вся мировая музыкальная общественность широко отмечает юбилей. 150 лет со дня рождения нашего гениального русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. И сегодня, отдавая дань уважения гению композитора, филармонический музыкально-литературный лекторий под руководством народного артиста Республики Татарстан Владимира Васильева представляет вашему вниманию свой уникальный масштабный проект – концертное исполнение оперы «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова. Опера «Алека» была написана в 1892 году. На тот момент молодому, но, как уже оказалось, зрелому композитору было всего 19 лет. Это музыкальное произведение было написано Сергеем Рахманиновым специально в качестве выпускного экзамена Московской консерватории и превзошло все ожидания. Премьера оперы «Алека» на сцене Большого театра состоялась 27 апреля 1893 года. Среди первых исполнителей оперы выступал и друг композитора. Это наш земляк, великий оперный певец Федор Иванович Шаляпин, который создал незабываемый и яркий образ главного героя Алека. Опера, полная драматизма, повествует нам о большом таборе цыган. Здесь между Алека и красавицей Земфирой вспыхнула горячая любовь. Но длилась она совсем недолго. Земфира влюбилась в молодого цыгана. Что-то подобное в молодости произошло и с отцом Земфиры, который любил свою жену, красавицу Мариулу, но она, прожив с ним всего лишь 1 год, встретила другого и, бросив маленькую Земфиру, ушла к молодому новому избраннику. Алека не понимает старого цыгана, который вместо того, чтобы наказать изменницу, прощает ее и оставляет в живых. Сам Алека готов убить соперника и не оставит измену безнаказанной. А пока... Тем временем, когда цыгане прогоняют грусть песнями и зажигательными веселыми танцами, Земфира с молодым возлюбленным, молодым цыганом скрываются в степи. Сердце Алека охвачено жгучей ревностью. Обманутый муж всю ночь проводит в мучительных страданиях и весь кипит от гнева. На заре неверная жена прощается с молодым цыганом. Она торопится вернуться в табор, пока все спят. Но поздно. Алека уже нашел их. Он, охваченный огнем ревности, убивает Земфиру и ее любимого. Услышав шум, на место убийства собираются цыгане. Они требуют, чтобы жестокий убийца оставил их. Наступает утро, и табор отправляется в дорогу. Алека вновь остается один. Итак, звучит опера «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова. Исполняют камерный хор Международной ассоциации выпускников Казанского университета «Гармония» и артисты филармонического музыкально-литературного лектория.
степевые в пустынях не спаслись от бед, и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет. Быстро молодость моя звездой получил мелькнула, но ты пора любви минула еще быстрей. Только год меня любила Марья. Однажды близ Кагульских вод мы чуждый табор повстречали. Цыгане те свои шатры разбили близ нашей у горы. 2 ночи вместе ночевали. Они ушли на 3-ю ночь и, брося маленькую дочь, ушла за ними Марья. Я мирно спал, заря блеснула. Проснулся я, подруги нет, ищу, зову. Пропал и след. Тоскуя плакала Земфира, и я заплакал. С этих пор постыли мне все девы мира, для них навек угас мой взор. Как же ты не поспешил, как час последний благодарный, и хищнику ей коварной кинжала в сердце не вонзил. Клянусь, я в бездну не бледнею,
доволен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют страсти моей послушною душой. Земфира, как она любила. Как нежно преклонясь ко мне в пустынной тишине, часы ночные проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лапсаньем задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню с негой, полной страсти, шептала мне она тогда: люблю тебя, в твоей я власти. Твоя Олега навсегда. И все тогда я забывал, когда речам
красавец молодой, умри!
законов. Мы не терзаем, не казним, не нужен нам и стона, но жить с убийцей не хотим. Мы тихи, нету нас законов, мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стона, но жить с убийцей не хотим. Жить с убийцей не хотим. Ужасен нам твой будет глаз. Филармонический музыкально-литературный лекторий и хор «Гармония».
Дорогие друзья, вот и подошла к своему завершению опера Олега Сергея Рахманинова. И я, лектор-музыковед Мария Черных, хотела бы представить вам наших артистов. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Партия скрипки Дарья Ливанова. Партия виолончели Адель Закиров. Оксана Шайдулина. Сергей Беляков. Айсылу Нурулина. Дмитрий Босов. Концертмейстер, народный артист Республики Татарстан Роман Чуйнов. Художественный руководитель филармонического музыкально-литературного лектория, народный артист Республики Татарстан Владимир Васильев. И, конечно же, камерный хор Международной ассоциации выпускников Казанского университета «Гармония». Художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гузель Гимаева. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы разделили этот музыкальный вечер вместе с нами и потрясающей по своей красоте вечной музыкой Сергея Васильевича Рахманинова. А мы с вами не прощаемся, а говорим, как всегда, до новых встреч!